أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله. فسبحان الذي قال في كتابه الكريم: أستعيذ بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عذاب الله. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Bарлық ғалемдердің Раббыбыз, барлық ғалемдердің Раббыбызы болған бізді өзінің түрлі неметлері белән неметлеген Аллаһ Субханаху ва Тәгаләгә хәмд һәм сәнәләр барча мактауларыбыз булса иде. Аллаһ Тәбәрәкә ва Тәгаләнең хәбибе һәм хак илчесе, ғалемдерге рахмат буларак җибәрелмеш сөйкле пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа алейһиссәлам, аның гаиләсенә, барлык сахабаларына сәламнарыбыз һәм салаватларыбыз булса иде. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Әл-Бақара сүрәсендә Раббыбыз булай ди: Аллаһ Тәгалә Адәмгә исемнәрнең барчасын өйрәтте дә фәрештәләргә әйтте: әгәр дөрес сөйләүчеләрдән булсагыз, Адәм белгән исемнәрнең барчасын әйтеп бирегез дип әйтте. Һәм җиргә халифа итеп куйганчы Аллаһ Тәгалә Адәм алейһиссәламгә барча әйберләрнең, мәхлукларның, аларның җинесләренең исемнәрен өйрәтте. Ягъни барча сүзләрне һәм галимнәребез әйткән монда барча сүзләр мәгънәсендә Адәм алейһиссәламгә барча телләрнең өйрәтелүе әйтелә. Фәрештәләр Аллаһ Тәгаләгә: «Я Раббыбыз, без сиңа тәсбих кылабыз, сине улылыйбыз, син җир йөзенә кан куючыны һәм бозыклык торучыны халифа итеп куясыңмы?» дигәч, Аллаһ Тәгалә әйтте: «Бу әйберләрнең исемнәре хакында хәбәр бирегез, әгәр тугры булсагыз». Аллаһ Тәгалә әйтте: Аллаһ Тәгаләнең улуглыгының һәм көдрәтенең билгеләреннән күкләрне һәм җирне яратуы һәм телләрегезнең һәм үзегезнең төрле булуыгыз. Белүчеләр өчен бу әйберләрдә билгеләр бар. Ягъни Адәм балаларының төрле төстә, төрле телдә булуы ул Аллаһ Тәгаләнең көдрәте һәм бөеклеге билгеләре. Әлбәттә, аңлаучылар өчен һәм бу телләрнең һәм төсләрнең аерылмалыгы Адәм балалары бер-берсен аерсыннар өчен. Бер атадан һәм анадан булуларына карамастан, Аллаһ Тәгалә аларны төрле итте. Бу әйберләр хикмәт өчен. Аллаһ Тәгаләнең һәр эше хикмәтле. Кайбер
İslam'da dil ve millet yok deyip, ama Kur'an'da dil de millet de var. Allah'ın kitabında halıklar, Allah'ın dilleri hem düzleri var. Allah'ın düzleri hem düzleri bir-birinizden tanımak için Allah'ın bilgileri deyip eğitilgen. Ne Rabbimiz neyse deyip endeşken adam balalarına, iyi kişiler, biz sizni ve halktan yaraldık ve sizden halıklar ve kabineler olduk. Birbirinizle tanıp bilir için. Dürüstlükte Allah'ın huzurunda hürmet ederek takvalara boğulmanız. Dürüstlükte Allah'ın her meselesini bilişi ve her işinizden haberdir. Allah-u Teala bizde türlü halıklar, kabineler oldu. Birbirinizle tanım yardımlaşmak için. Birbirimizden güdü, yeyse birbirimizden kimsetu, meskhare etu, birisinden ikincisinden istenerek olup, zulüm giderip için tüge. Allah-u Teala yakınlığımız neydi? Tilde söyleyişimizge beyle tüge, belki takvalığımızga beyle. Til bu fakat halıklarını ayırışı bilgi. Hem bu bir milletine, kavmine birleştirişi bulup durur. Şuna göre de kim indi dilde söyleşe, anlaşa iken bu şu halıktan. Barakallahu lana ve lakum ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين وإنه سميع الدعاء. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi enzele ala abdihil kitabe ve lem yec'al lehu ivaca. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallaita ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Всевышний Аллах Та'ala создал людей разными, отправив к ним посланников, пророков. Аллах Всевышний объединил все человечество вне зависимости от цвета их кожи, расовой принадлежности, национальности. Здесь может возникнуть вопрос, почему же Всевышний Аллах создал разные народы? На этот вопрос мы можем встретить 13-й аят суры Аль-Худжурат, где Всевышний Аллах говорит: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхан нас, инна халакнакум мин закарин ва унса, ва джа'альнакум шу'убан ва кабаиля лита'арафу. Инна акрамакум индаллахи атқакум. Инна Аллаха алимун хабир. Всевышний Аллах говорит: о люди, воистину мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. И в первой половине данного коранического аята Всевышний Аллах сообщает нам, что люди сотворены разными народами. На земле проживают люди, представители разных национальностей, разным цветом кожи, со своими традициями и темпераментом.
свои традиции адаба. И ислам предоставляет право на сохранение национальной идентичности, не впадая в крайности. Здесь стоит отметить, что идентичность не запрещена исламом. Запрещено исламом проявление национализма, проявление расизма. И если прямых текстов хадисов о побуждении сохранения национальной идентичности мы не встречаем, ну, к примеру, за 600 лет арабы, которые были в составе Османской империи, они не отосманились. За 600 лет арабы не растворились, не стали называть своих детей тюркскими именами, не забыли родной язык. Арабские шейхи, ученые не сменили фасон одежды. Здесь также нужно отметить, если мы не продолжим прививать нашим детям свою родную культуру, то наши дети начинают переманивать чужую культуру через интернет, через бесконтрольный просмотр Ютуба, через бесконтрольное времяпровождение за играми в смартфонах. И говоря о сохранении своей идентичности, родной культуры, важно взять во внимание аят из Корана, где Всевышний Аллах говорит: вот вас призывают делать пожертвования на пути Аллаха. И среди вас находятся такие, которые скупятся. Кто скупился, тот скупится только во вред себе. Аллах богат, а вы бедны. Если вы отвернетесь, Он заменит вас другим народом, и они не будут подобны вам. И много трудов было сделано для сохранения культуры своего народа. Но из этого аята нам важно понять, что в первую очередь основа сохранения своей культуры – это держаться за верх своей религии. И нужно сказать, что в наших реалиях ислам нам сохранился, достался через наших бабушек и дедушек. Когда был вакуумный период, когда не было книг, и воспитание в исламе нам передавалось благодаря нашим бабушкам, которые берегли традиции адабы. И сколько народов было до нас, которые исчезли. И, к примеру, это народ пророка Нуха, мир ему, и это народ Адиты, и народ Самудяне, и так далее. И также в наших реалиях, если мы отвернемся от ислама, Всевышний Аллах предостерегает нас в этом, что заменит нас другими народами. Наши мечети тогда в этом случае заполнят другие, совершенно другие народы, которые не будут подобны нам. И, возвращаясь к данному аяту суры Аль-Худжурат, где Всевышний Аллах говорит: «О люди, воистину мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга». В первой половине данного аята Всевышний Аллах сказал, чтобы мы узнавали друг друга. Здесь звучит тезис о том, что народы должны знать друг друга, то есть вести конструктивный диалог, обмениваться информацией, достижениями в разных сферах социума, изучить успешный опыт в какой-либо сфере, будь это сфера медицины, производства и так далее. И также ислам нас учит тому, что мы не должны абстрагироваться, знакомясь с народами, проживающие в других точках земного шара,
можем узнать, что они находятся в бедственном положении, как народы некоторых территорий Африки. В интернете мы можем увидеть, как там дети бегают худые от голода. И также известно, что у них проблемы с питьевой водой. И эта проблема не вчера появилась, эта проблема докатилась до сегодняшнего дня. Или, к примеру, в другой точке земного шара люди находятся в состоянии морального разложения. Распространены наркотические средства, проституция, люди меняют свой пол, мужской на женский. И если же взять рядом с нами, насколько существует общество, нуждающееся во внимании, которые, сбившись с правильного пути в своей жизни, попали в сложные жизненные ситуации, или общество, которое имеет ограничения физического здоровья и нуждается в помощи. Если кто-либо, получив духовное образование или получив образование в светской сфере, окажет помощь, начнет увещевать, наставлять на правильный путь, начнет оказывать помощь в материальном плане, то это будет для него садака джария. Согласно хадису пророка Мухаммада, мир ему и благословения, где он говорит, когда человек умирает, все его дела прекращаются за исключением 3: непрерывной милостыни, знания, которым могут пользоваться другие люди, и праведного ребенка. И возвращаясь к данному аяту, где Всевышний Аллах говорит, что Он сотворил нас народами и племенами, чтобы мы узнавали друг друга. В продолжении этого аята Всевышний Аллах говорит, что самый почитаемый перед Аллахом среди вас наиболее богобоязненный. Воистину Аллах знающий, ведающий. И порой проявляется такая проблематика в том плане, что кто-то из числа представителей одного народа начинает превозноситься высокомерно, надменно над представителями людей из числа другого народа. И это можно встретить в быту, на работе, в студенческое общежитие, в метро, в подворотне. Но, как говорится, не существует плохой нации, просто встречаются такие люди. И сам пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, боролся с проявлением нетерпимости на почве расизма, национализма. И здесь передаются случаи, что однажды сподвижник по имени Абу Зар, да будет доволен им Аллах, он араб, и второй сподвижник Биляль, африканец, да будет доволен им Аллах, они во время ссоры оскорбили друг друга. Охваченный гневом, Абу Зар сказал Билялю: «Ты сын чернокожий». На это Биляль пожаловался на это пророку Мухаммаду, который, обратившись к Абу Зару, сказал: «Ты оскорбил его матерью, воистине ты не изжил у себя пережитков времен джахилии». И передается, что пророк Мухаммад, мир ему, обратившись к Абу Зару, сказал: «Пойми, что лучше других не белокожий или чернокожий, а тот, кто богобоязненный». Баракаллаху лана ва лакум. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад ва аля али Мухаммад. Ва акимус салат.